Закир Исмагилов. Симфоническая поэма «Салават». На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Саумағыз, hürmetli qonaqlar, qadrli do'stlar, xayrli san'atda ardoqli juri. Здравствуйте, уважаемые зрители и дорогие ценители классической башкирской музыки. Bizning Yelkan, Bashqortostonning Milliy simfonik orkestri nomidan birgalab Mung jingidini yo'l oldi. Мы рады приветствовать вас в главном концертном зале республики с главным симфоническим оркестром. Bashqort klassik muzikaning yosh boshqaruvchilaridan Yelkan Asiq televizion konkursi finalistlari Bashqortostonning Milliy simfonik orkestri bilan bir sahnada bugun. Сегодня с нами Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и главный дирижер маэстро Дмитрий Крюков. Hizning bilan biz yosh muzikant ham Tamir telekanalining savol boruvchisi Kamila Bakirova ham muzika bilgisi Yevgeniya Yudronkina. И суперведущий телеканала Тамыр Рустам Равгуддинов. Bashqort klassik muzikaning yosh boshqaruvchilaridan Yelkan Asiq televizion konkursi BST kanalida to'p-tura efirda. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь родной классической музыкой. Проект детско-юношеского телеканала «Тамыр», «Елкен», «Парус» создан при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан в рамках программы «Национальные проекты «Культура». «Елкен» дает новое дыхание произведениям башкирских композиторов. Юные музыканты, исполняя родную музыку, рассказывают историю республики через творчество наших выдающихся музыкальных деятелей. Bik ihtalikli tarixiy kun bugun. Yosh muzikantlardan Yelkan televizion konkursi 4 nominatsiya bo'yicha o'tdi. Номинация конкурса – фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. В этом году на отборочный тур конкурса поступило 186 заявок. На конкурсный тур прошли 44 юных музыканта. В течение месяца каждый воскресный вечер в эфире телеканалов БСТ и Тамыр конкурс «Елкен» смотрела вся республика. А в финал вышли только 12 участников. Юные музыканты занимались целый год. Очень старались, а как переживали педагоги. А как переживали наставники, наши уважаемые жюри. Поддержка очень важна для ребят, ведь они только начинают расправлять свои паруса. Участников конкурса «Елкен» оценивала команда профессионалов, известные музыканты и деятели искусств. Bik abro'li, g'adil jюри. А какие ценные советы давали они на конкурсных турах? Итак, мы готовы представить уважаемых членов жюри открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Внимание на экран. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Шаура Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор, музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Спасибо вам, уважаемое жюри, за то, что на протяжении всего конкурса вы были опорой для наших юных музыкантов и создавали теплую, творческую и очень комфортную атмосферу для того, чтобы юные музыканты стали профессионалами. На нашем празднике присутствуют почетные гости, уважаемые композиторы. Кажется, композитор не совсем обычный человек, а волшебник. Шулай Камила, тик тылсымга ия булышлар гына ябай ноталарды бер тәртипкә халып, йөрәк үренә үтеп ингән моң тудыра ала. Аплодисменты нашим уважаемым композиторам.
Рафаил Габдулкаевич Касимов, Рим Махмутович Хасанов, Нур Азгатович Даутов, Минди Ахмед Ишмухаметович Гульнетдинов, Ильдар Изильевич Хисамуддинов, Урал Мирасович Удельбаев, Азамат Рафаилович Азнагулов. Спасибо за прекрасную родную музыку. Спасибо нашим композиторам. Прежде чем начать финальную программу, с большим волнением предоставляю слово пианистке, профессору кафедры специального фортепиано Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, лауреату международных конкурсов, министру культуры Республики Башкортостан Амине Ивниевне Шафиковой. Хәрликис, қадірлі достар, хөрмәтле қонақтар, хөрмәтле балалар, укытучылар. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие участники конкурса, уважаемые члены жюри. Сегодня действительно очень волнительный день, гала-концерт, финал нашего второго замечательного телевизионного конкурса «Елькян». Я хочу в первую очередь поблагодарить, наверное, наших дорогих педагогов, потому что благодаря их огромному труду наши участники представили свое искусство телезрителям и сегодня представляют здесь, в главном государственном концертном зале нашей республики. Подготовка музыканта – это огромный труд. Спасибо вам, дорогие педагоги. Я хочу поблагодарить, конечно же, родителей за поддержку детей. Без поддержки, без направления юных музыкантов на истинный путь, наверное, бы не было бы тоже нашего большого коллективного труда. Ну и оркестр, который уделяет, Национальный симфонический оркестр, который уделяет огромное внимание сегодня работе с детьми. У них очень много проектов, которые проходят вместе с детьми. Это, наверное, очень важно, потому что будущее нашей академической музыки сегодня находится, наверное, будет находиться в руках наших детей. Благодарю за инициативу телеканал «Тамыр» и лично Гульназ Фаритовну Кульсарину за эту идею, за подвижничество и за реализацию этого проекта в жизнь. Благодарю жюри за большой, огромный труд. Вы знаете, та работа, которая осуществлялась в жюри за кадром, это невозможно переоценить, потому что они не просто судействовали, они еще и помогали, еще и музицировали вместе с детьми и сделали очень много для того, чтобы этот проект состоялся. Благодарю всех от имени главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабировой. И я считаю, что те 44 человека, которые были допущены к конкурсу, они уже были победителями. Ну а те, 12 детей, которые сегодня выступят на этой сцене, я считаю, это уже огромная победа в их творческой жизни. Желаю всем успехов, дальнейших побед. Спасибо огромное. Сегодня в честь дня рождения выдающегося композитора, певца, одного из основоположников башкирского профессионального музыкального искусства Газиза Альмухаметова звучит ария Зыи из оперы «Сания» Газиза Альмухаметова. На сцене лауреат первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елькян» Идель Тунников. Идель Тунников, лауреат первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елькян». Газиз Альмухаметов, «Сания» операһынан «Зыя» арияһы, Күмертау ҡалаһы музыка мәктәбе. Встречайте бурными аплодисментами.
На этой прекрасной ноте мы начинаем финальный тур открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Тынлы уен құралдары номинациясынан башлайбыз. Начинаем с номинации «Духовые инструменты». Внимание на экран. Я на протяжении всего конкурса спрашивал, кто сколько часов в день занимается, неспроста. Только труд при любом из талантов может дать эффект, который позволит ребенку выйти на большую и настоящую сцену. Азамат Азнагулов. Поэма. Исполняет ученица среднего специального музыкального колледжа город Уфа Эвелина Талипова.
Идельбаев, Шаргия. Исполняет ученица детской музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова, город Уфа, Ксения Гимп. Рафаил Касимов, «Голубой зонтик Элеоноры». Исполняет ученица детской музыкальной школы город Салават Анастасия Бартенева.
Анастасия Бартенева. Аплодисменты, друзья, до мурашек, до глубины души тронули мелодии наших композиторов. Һәр моң үзенсә тәрән, мәгънәле һәм фәһемле. Илкән конкурсының тынлы уен коралдары номинациясы финалистларын алкыштар менән сәхнәгә сыгырак, достар. Ребята, спасибо за виртуозную игру. Действительно, благодарим вас, наши юные музыканты, за виртуозную игру и за такое серьезное отношение к родной музыке. Каждый из вас уже победил в этом конкурсе. Мне кажется, нашему жюри будет очень сложно выбрать. А давайте спросим лучше у них. Артур Искандарович, сложно ли оценивать наших финалистов? Всем добрый день. Вы знаете, мы сегодня услышали настолько интересные произведения, я думаю, коллеги со мной согласятся. Абсолютное большинство этих произведений я лично слышал впервые. И то, как вы их исполнили, с тем азартом, интересом и вдумчивостью, конечно же, ставят нас, членов жюри, в очень непростое положение. Мы будем очень долго совещаться, но вы для меня, вот как сегодня сказала уже Амина Евниевна, абсолютные победители все. Поэтому я вас сердечно с этим поздравляю, с успешным выступлением с главным оркестром нашей республики. Браво! Спасибо. Виктория Анатольевна, а кто вас впечатлил больше всех? Это провокационный вопрос, потому что действительно ребята все замечательно играли. И знаете, что я подметила? Мне кажется, что они уже, несмотря на то, что у них впереди большой путь к профессиональной музыке, они уже приобрели очень хорошее качество для настоящего музыканта. Они умеют играть так, что не кажется, что это трудно. И все ваши часы работы, которые вы потратили на то, чтобы выучить это произведение, они становятся незаметными, когда вы такие красивые, юные, талантливые, выходите и играете. Видно, что вы любите эту музыку, а любовь заразительна. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый жюри, за бесценные советы. А вам, ребята, спасибо за талант и упорство, с которым вы вкладываетесь в музыкальное искусство. Занимайте свои места за кулисами, и мы будем ждать вас на финале. Прошу вас. Рахмат һеҙгә, хөрмәтле укытыусылар. Еще спасибо нашим зрителям, нашим слушателям. Ведь музыка живет, когда есть слушатель. Ты, Камила, конечно, абсолютно права, потому что музыка — это диалог между исполнителем и слушателем. А мы объявляем следующую номинацию. Народные инструменты. Внимание на экран. Ошо конкурста композиторларда иштәне укытучылар күп көч салды һәм әлбәттә укучылар бик яхшы итеп әзерләнеп, яхшы итеп чыгышканнар. Афариннар. Янгали Вахитов. Янгали. Исполняет ученица детской школы искусств, город Благовещенск, Эвелина Раджапова.
Даутов, «Ты не забудь». Исполняет ученица детской школы искусств села Субханкулова Туймазинского района Анастасия Попова. Миндиахмед Гайнетдинов. Кёй. Исполняет ученик детской музыкальной школы номер 8 города Уфы Джалиль Хайрисламов.
мы сразу приглашаем на сцену всех троих участников номинации «Народные инструменты». Ребята, выходите к нам. Мы вами очень гордимся и поддерживаем, насколько вы талантливые и смелые. Мы приглашаем вас на сцену. Спасибо вам за ваш талант, за вашу смелость и за вашу любовь к музыке. Да. Да, здорово. Хочется рассказать много-много о каждом участнике. Но здесь мы должны предоставить слово нашим уважаемым жюри. Артур Бурханович, ждем ваших комментариев. Хайырлы кис, хурматлы тамашчылар, хурматлы конкурсанттар. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, сегодня такой народные инструменты представлены на конкурсе. Вы прям сверкали. Это баян, он действительно народный инструмент. В России, во всяком случае, точно. И сегодня вы доказали, что баян и симфонический оркестр, кто-то бы сказал, что это невозможно, а вы доказали, что это возможно. Афарин, молодцы. Поздравляю, вы все победители, и так держать. Рахмат Эдга, спасибо за теплые слова и за поддержку. Мне кажется, с оркестром играть проще, чем одному. Тебя поддерживает столько музыкантов. Ну не знаю, Камила, это такая ответственность. Во время репетиции главный дирижер Национального симфонического оркестра Дмитрий Сергеевич Крюков лично работал с каждым финалистом, давал бесценные уроки юным музыкантам. Мы благодарим вас, ребята. Можете проходить за сцену, а мы продолжаем. Какой грандиозный и важный конкурс придумал наш телеканал «Тамыр». Действительно, Камила, я согласна с тобой, конкурс по-настоящему масштабный и грандиозный. Конкурс «Елькен» осуществил мечту многих юных исполнителей, подарил вдохновение, заряд энергии и участникам, и педагогам, и композиторам, и всем нам. Киләһә номинацияны игълан итәбез. Кыллы уен коралдары. Игътибар экранга. Наша сфера, она непосредственно связана с эмоциями, с адреналином, с волнением. Переживаешь за каждого, конечно. Я вот, если честно, очень сильно волнуюсь, когда я вижу, что как волнуются дети. Здесь эмоции не поддельны, на самом деле. Желаю нашим замечательным участницам и участникам, чтобы вот этот вот, как бы его назвать даже, пусть будет баланс, всегда у них сохраняется. Ильдар Хисамуддинов, актер, исполняет ученица среднего специального музыкального колледжа города Уфы Мария Уткина.
Загир Исмагилов. Поэма. Исполняет ученица детской музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова города Уфы Юлия Козловская. Азамат Азнагулов. Концертина. Исполняет ученик детской музыкальной школы номер 7 города Уфы Арлан Хакимьянов.
Елкән конкурсының қылы ойын құралдары номинациясы финалистларын сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез. Приглашаем вас на сцену. Заслуженные аплодисменты юным исполнителям, а мы предоставляем слово жюри. Ильшат Дамирович, ждем ваших комментариев. Девчонки и мальчишки, а также их родители, педагоги, я вас всех сердечно поздравляю. И вы знаете, конечно же, я, поскольку скрипач, музыкант, мне привычнее находиться на сцене. Вот сидит мой родной оркестр, любимый. Но, тем не менее, я сегодня должностное лицо, член жюри. И вот сейчас мы сейчас оцениваем детей, пойдем их, значит, в удаленную комнату ставить какие-то оценки, выявлять победителей и так далее. Но, мне кажется, основное, то, чем мы здесь занимаемся, мы творим добро и делаем так, чтобы этого добра становилось больше. Вы знаете, вот детская непосредственность, она цепляет до глубины души. И вот этот поклон нашей замечательной Машеньки, он, мне кажется, надолго останется в сердцах. Не только в моем сердце, а в наших сердцах у всех. И таких моментов должно быть больше. Дорогие, спасибо вам большое. И вам маленькое пожелание, чтобы оркестр, который сегодня играет замечательно, тонко и чутко, играл еще лучше. Дарите им побольше конфет. Всем спасибо. Спасибо, Ильшат Дамирович, спасибо вам, наши дорогие музыканты. Для нас огромное счастье плыть под одним парусом с такими друзьями, чувствовать пульс времени и ветер истории. А сейчас мы приглашаем на сцену самых смелых юных пианистов, а еще фортепиано называют королем всех инструментов. Согласны на все 100. Удачи, ребята! Держу за вас кулачки. Я догадываюсь, почему Камила сейчас так волнуется, ведь она сама учится в классе фортепиано. Шулай итеп, фортепиано номинацияга, игътибары экранга. У нас абсолютное торжество и любовь к башкирской музыке, любовь к детям в музыке. И, конечно же, самое прекрасное, то, что мы видим, это горящие глаза. Айрат Каримов, «Балканские наигрыши». На сцене ученик Уфимской детской школы искусств имени Виктора Пегова Михаил Панов.
Рим Хасанов. «Зимний романс». Исполняет ученик детской музыкальной школы города Нефтекамск Далер Курбаншоев. Загир Исмагилов. Концерт для фортепиано с оркестром, 3-я часть. Исполняет ученица среднего специального музыкального колледжа города Уфы Самира Алиулина.
всегда безупречный, яркий и блистательный Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и главный дирижер оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков. Спасибо вам и всему коллективу, Дмитрий Сергеевич, за чуткость музыки, за внимание, за работу и за мастерство. Под ваши бурные аплодисменты приглашаем на сцену наших юных талантливых пианистов. Конкурстың бірінші күннен өк яш башкаручыларга мәртәбәле жюри менән ихлас аралашу, хабак алу, бәхет итәтене. Вам слово, Шаура Азаматовна. Дорогие ребята, я вас всех от души поздравляю с этим бесконечно прекрасным и ценным опытом, который с вами только что произошел. Мы тут все очень дружно посмеялись, когда прозвучала фраза, что играть с оркестром легче, чем одному. Да, это сложнее гораздо, это гораздо ответственнее, но мне кажется, по собственным впечатлениям, само ощущение счастья при игре с оркестром тоже в разы больше, потому что ты не один в этом своем полете по музыке, а тебя поддерживает столько прекрасных музыкантов. А когда вы исполняете такую разную музыку, как вот сейчас мы услышали, мне кажется, это бесконечное количество вариантов достичь вот этого самого безграничного счастья. Я желаю вам удачи, надеюсь, что все те советы, которые вам дали жюри, Дмитрий Сергеевич, и вообще вот этот опыт игры с оркестром даст вам какие-то крылья, что вы взлетите так высоко, и однажды мы будем смотреть на вас и вспоминать, что начинали они вот в этот день, вот сегодня исполняют прекрасную музыку башкирских композиторов. Спасибо вам большое и удачи! Рахмат, хөрмәтле жюри. Һеҙҙең ҡанатлы һүҙҙәрҙән беҙҙең музыканттар йыһанға осорғалайҙыр, минеңсә. Вы даже не представляете, какую силу имеют ваши слова. Доброе слово способно окрылять нас, творить чудеса. Ваши слова, награды и поддержка не только для наших юных конкурсантов, но и для взрослых. Ведь за успехом этих молодых дарований стоит титанический труд педагогов. Это они растят настоящих музыкантов. Благодарим вас, ребята. Вы можете возвращаться за сцену, а мы продолжаем. Рәхмәт һеҙгә, хөрмәтле уҡытыусылар, мәңгелек моңо җәдиткән композиторҙарға, туған моңды яңғыратҡан балаларға, йәшәткән ололарға ҙур рәхмәт. Благодарим наших финалистов, оркестр, членов жюри и вас, дорогие зрители. Торжественно объявляю, что финальные прослушивания конкурса «Елкен» закрыты. Друзья, совсем скоро мы узнаем победителей второго открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Желаем нашему жюри справедливого и доброго судейства. Спасибо Национальному симфоническому оркестру Республики Башкортостан и лично генеральному директору Артуру Искандаровичу Назиуллину за душевную работу. Спасибо Стерлитамакскому хлебокомбинату «Стерх» и лично генеральному директору Юлии Николаевне Герасимовой за вкусные торты. Благодарим магазин King Store и лично Ярослава Алексеевича Трофимова и Эльвину Рузалиновну Ситникову за прекрасные подарки нашим лауреатам. Говорят, что музыкальное произведение рождается дважды. Первый раз, когда композитор создает свое сочинение в виде нотных знаков. Во второй раз, когда исполняют. Верно, во второй раз рождается произведение, когда его играют на сцене. Но еще и в третий раз оно рождается в сердцах слушателей. Дөп-дөрөҫ. Минең күңелдә бөгөн әллә күпме моң тыуҙы, күңелем тулды. Проект детско-юношеского телеканала «Тамыр Елкен» при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан в рамках программы «Национальные проекты «Культура» дал новое дыхание произведениям башкирских композиторов. И не только. Проект «Елкен» учит юных слушателей прекрасному, вечному и родному.
Конкурс «Елкен» подарил всем много ярких эмоций. Елкәндә Башкортостанның төрле төбәкләреннән яшь музыкантлар көз һынашты. В этом году на отборочный тур конкурса поступило 186 заявок, а на сам конкурсный тур прошли 44 музыканта. А в финал вышли только 12 юных музыкантов. Яшь музыкантларның беренче Елкән телевизион конкурсы 4 номинация буенча үтте. Номинация конкурса: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. Башкорт композиторларының мәңгелек моңдарында тирбәлгән Елкән. Ә без беләбез, туган моңыбызда безнең тарих, безнең рух. И сегодня 12 юных музыкантов исполнили произведения башкирских композиторов в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Какие эмоции испытали конкурсанты в этот уникальный момент? Хотим скорее ими поделиться. Внимание на экран. Участие в телевизионном проекте было очень таким большим для меня достижением. Не просто поиграл сам, а это с оркестром. Чувствуете пафос? Все как-то красочно, все по-домашнему, так тепло принимали. И я подружилась с некоторыми участниками конкурса. Это мой первый опыт игры с симфоническим оркестром и перед такой большой публикой. Я очень сильно готовилась, учила программу наизусть, потому что для меня это очень важное событие. Я себя здесь почувствовала во втором туре, как в сказке. Под башкирскую музыку охота танцевать, а под классику успокаиваешься. Весь класс поддерживает, также и классные преподаватели, и другие учителя. Волнения не было, сыграла я, можно сказать, почти на отлично. Я очень жду следующего дня после концерта, потому что пойму, насколько это страшно было или нет. Чтобы не волноваться, нужно много заниматься, чтобы не было ощущения, что ты можешь ошибиться. Достойные, хорошие соперники. В финале посмотрим, что там будет. Участников конкурса «Елкен» оценивала команда профессионалов, известные деятели искусств, наше уважаемое жюри. Люди с неиссякаемой творческой энергией, заражающие своим мастерством всех вокруг, и взрослых, и детей. Ведь детям всегда нужно взрослое плечо. Рәхмәт һезгә, абруйлы өлкәннәр, бүген дә һез безнең менән бар тулкында, бер сәхнәлә. Загир Исмагилов. Поэма. Исполняют член жюри телеконкурса «Елкен», кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин и член жюри телеконкурса «Елкен», пианистка, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Шаура Сагитова.
Рахмат сезгә, өлкәннәр. Ихлас булуыгыз өчен. Если вы верите в нас, значит наш парус выбрал правильное направление. Конкурс «Елкен» объединил всех нас, творческих людей. Это событие дало толчок не только для личного развития участников, но и продемонстрировало титанический труд педагогов. Спасибо за уникальный проект телеканалу «Тамыр». Мне кажется, после таких конкурсов появляется интерес к высокому искусству, а это очень важно. Друзья, наступает самый волнительный момент. Финалистларның исемнәрен атарга вакыт. Самый торжественный момент. Сейчас прозвучат имена победителей второго открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Зур горурлык менән еңүчеләребезнең исемнәрен атайбыз. Дуслар, һез дәррәү кул сабырга торыгыз. Финалисты в ожидании, зрители волнуются, пора уже начинать. Для вручения специального приза на сцену приглашается директор детско-юношеского телеканала «Тамыр», заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Высшей телевизионной премии России ТЭФИ Гульназ Фаритовна Кульсарина. Xayrlı kis, hürmetli uqtoslar, hürmetli qonaqtar, qadirli balalar. Nihayet bizning kelganimiz sul tiklim zo'r, matur seyahatining usuna bugun yetdi. Usul tiklim yoqti bo'ldi. Shunda qatmarli zamanda usul tiklim tinis bo'ldi. Ham uning uchun albatta biz o'zimizning do'stlarimizga, bizga yordam etgan, bizga eng tiragan ulkanlarga hammaga zo'r rahmatlar aytamiz. Мы благодарим всех тех, кто смог в этом непростом году организовать вот такое замечательное путешествие по морям башкирской родной классической музыки. Огромное спасибо всем, кто был с нами в течение года, кто вместе с нами взращивал юные таланты. И сегодня мы убедились, что все наши старания прошли совершенно не зря. И с большим удовольствием мы сегодня послушали наших финалистов. И сейчас с большим удовольствием награждаем наших самых талантливых, самых трудолюбивых и самых ярких участников второго открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классики «Елкен». Номинация фортепиано. Нияз Халиков, детская школа искусств, село Чекмагуш. Педагог Резида Мунавировна Тухватулина. Тынлы уен коралдары номинациясы. Номинация «Духовые инструменты». Номинация «Струнные инструменты» пока что. Вероника Локотко, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Педагог Гульфия Раисовна Сафуанова. Милли уен коралдары номинациясы. Махсус призга лайык Зульхиза Әниева. Детская музыкальная школа, город Белорецк. Педагог Людмила Геннадьевна Бармина. Афарин кызлар, егеттер. Давайте еще раз громкими аплодисментами поблагодарим и поздравим наших юных, талантливых музыкантов. И спасибо вам, Гульназ Фаритовна. Ребята, спасибо всем вам за ваше мастерство и подаренные эмоции. Для вас звучит вальс Ильдара Хисамудинова в исполнении члена жюри телеконкурса «Елкен» Шауры Сагитовой и победителя первого телеконкурса «Елкен» Камилы Хамидулиной.
Я восхищена трудолюбием и преданностью высокому искусству наших маленьких лауреатов и очень верю в их дальнейшие успехи. Лауреаты телеконкурса «Елькен» еще не раз порадуют нас своими успехами. Башкортостанды данға күмірдәріне шигем юк. Для награждения лауреатов в номинации фортепиано второго открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елькен» на сцену приглашаются заслуженная артистка Республики Башкортостан, министр культуры Республики Башкортостан Амина Ивниевна Шафикова, а также член жюри телеконкурса «Елькен», пианистка, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат молодежной премии имени Шейхзады Бабича Шаура Сагитова. Я еще раз поздравляю всех участников и хочу поблагодарить наших уважаемых композиторов, которые присутствуют сегодня в зале, наших дорогих композиторов, которые сегодня не смогли подойти, за то внимание к нашим детям. Вот мы обсуждали сейчас в перерыве, что насколько важно сегодня создавать сочинения для детей. Мы сохраняем нашу башкирскую музыку, мы прививаем таким образом любовь к родной музыке в наших детях. Еще раз всех поздравляю. Лауреатом третьей степени в номинации фортепиано стал Далер Курбаншоев, город Нефтекамск. Встречайте аплодисментами Далер Курбаншоев. Лауреатом второй степени становится Михаил Панов. И лауреатом первой степени становится Самира Алиулина. Спасибо нашим конкурсантам. Спасибо, Амина Евниевна и Шаура Азаматовна. Ребята, наступает очень волнующий момент. Мы поздравляем всех лауреатов. Все молодцы. Рахмет Елахудары Гөдесен. Я просто хотела хорошо сыграть и не посрамить своей школы. Я даже не думала, что у меня будет такое высокое место. Был очень интересный опыт получен. Конечно же, было неожиданно получить такое место и оценку жюри. Я никогда на первое место не рассчитывал, потому что и произведение у меня несложное, да и ответственности мне надо было немного добавить, да и ошибки у меня были, так что я, в принципе, ожидал третьего места. Башкортостан ерінде туған таланттар менен сикхед горланам. Башкортостан – колыбель талантов. Произведения, написанные о родной земле, о природе и любви к родине, очень хорошо запоминаются. Хис сикхед килешем. Туған ерде туған мұң йөрәктің иң түренә була, ә туған мұң тамырдан башлана. Башкорт халыкыры туған ил. Встречайте, на сцене вокальный ансамбль телеканала «Тамыр» и член жюри телеконкурса «Елькен», кураист, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Артур Гайсаров. Каршы алыгыз.
прямо сейчас мы приглашаем на сцену финалистов в номинации «Народные инструменты». Прошу вас. Для награждения лауреатов в номинации «Народные инструменты» открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен» на сцену приглашаются депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Башкортостан, председатель Совета мужчин Башкортостана Зариф Закирович Байгускаров и член жюри телеконкурса «Елкен», кураист, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Артур Бурханович Гайсаров. Добрый вечер, уважаемые любители музыки, друзья. Сегодняшнее событие запомните надолго у наших ребятишек, мальчиков, девочек, которые сегодня выступали совместно с главным оркестром нашей республики. Я вот впервые спросил у Амины Евгеньевны, министра культуры республики, я говорю: Амина Евгеньевна, вы могли бы мечтать в таком возрасте выступать с главным оркестром? Она сказала: конечно, нет, мы даже студентам об этом не могли мечтать. И, конечно, это даст им силы, это даст им крылья, чтобы идти дальше, быть известными людьми, известными музыкантами. И, конечно, в этом огромный труд преподавателей, родителей этих детишек, потому что я понимаю, я знаю по своей дочери Гайсар, как это надо было постоянно ее водить в музыкальную школу. И, конечно, мама как уговаривала иногда, когда она уже уставала. И это очень тяжело, но это вы с этим справляетесь, поэтому их мотивируете. И, конечно, преподавателям, которые постоянно с ними занимаются, потому что раскрывать их таланты и их мотивирует. И, конечно, я хотел бы сказать слова благодарности студии «Тамыр», потому что какой бы проект они ни взялись, они всегда делают его только на отлично. И то, что этот проект тоже почти 200 ребят со всей республики принимали участие, и сегодня вот 12 из них в финале, и, конечно, это здорово. Знаете, вот вообще, вот если подумать, ребятишки из села Субхангулова Туймазинского района, из города Салавата, из Нефтекамска, Благовещенска приехали и выступали здесь в главной сцене Республики Башкортостан. Это, конечно, очень здорово, поэтому я хотел бы поблагодарить студию «Тамыр», в первую очередь, конечно, его коллективу, Мустаному и Гульнас. Кстати, Гульнас я только здесь, по-моему, номер 5 только вижу, дома ее вообще не вижу. Поэтому я думаю, что будет от нас благодарность, если мы ее похлопаем. А ребятишкам, конечно, желаю удачи, успехов, чтобы никогда не опускали руки. Праздник Байрамлян Достар. Благодарим вас за теплые слова, Зариф Закирович, и начинаем награждение. Итак, диплом награждается лауреат 3-й степени Эвелина Раджапова, номинация «Народные инструменты». Ваши аплодисменты нашим чудесным лауреатам и членам жюри. Диплом лауреата 2-й степени награждается Анастасия Попова, номинация «Народные инструменты». Поздравляю. Наградите Анастасию бурными аплодисментами. Ну и барабанная дробь. Лауреатом 1-й степени становится Джалиль Хайрислама. Афарин. Я почувствовал радость, эмоции зашкаливали, радости было нет предела. Был очень рад и считаю, что достойно получил свое 1-е место. Я вообще не ожидал, что будут такие подарки. Очень рад.
Мне очень понравился конкурс, он меня вдохновил, но я буду больше и больше стараться и также покорять сердца зрителей. Конкурс – это очень важное событие в жизни как и самих конкурсантов, так и педагогов. Это всегда новый импульс и виток к творческому развитию. В Елькене ребята получают неоценимый опыт общения и выступления на одной сцене вместе с наставниками. Это запомнится им на всю жизнь. Әмин былтырғы елген конкурсында барыһында таң калдырган ике гедәк. Илгәдәк кызын береһен сәхнәгә сахырырга ашыга. Салават Низамеддинов, күз нурым. На сцене учащаяся среднего специального музыкального колледжа, лауреат первого телевизионного конкурса «Елкен» Саида Бегаева и член жюри конкурса, пианистка, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов Шаура Сагитова.
Күзәккә үтерлек был көй. Здорово человек просто своим дыханием может оживить музыку. Коллеги, пора объявлять лауреатов. Итак, приглашаем на сцену финалистов номинации «Духовые инструменты». Ребята, мы ждем вас на сцене. А для награждения лауреатов второго открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Ялькен» на сцену приглашаются депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, лауреат Государственной молодежной премии имени Шейхзады Бабича, народная артистка Республики Башкортостан Рушана Юрьевна Бабич и народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин. Хайрлы кис, кадрлы достар. Добрый вечер, дорогие друзья. Невозможно еще раз не поблагодарить телеканал «Тамыр» и лично Гульназ Фаритовну Кульсарину, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан и лично Амину Евгеньевну Шафикову за этот великолепный и очень важный проект. Я надеюсь, что еще долгие годы он будет дарить радость нам, зрителям, давать путевку в жизнь юным талантам и открывать яркие звезды, которые в будущем будут прославлять нашу республику на ведущих концертных площадках мира. Я от всей души поздравляю всех участников и лауреатов конкурса и желаю, чтобы парус вашей музыки, вашего вдохновения всегда был наполнен попутным ветром. Спасибо за теплые слова, Рушана Юрьевна. А мы начинаем награждение. Я прошу внести первые дипломы для наших лауреатов на сцену. Итак, барабанная дробь. Кто же станет лауреатом третьей степени? Дорогие друзья, вот интрига, бой курантов. Лауреатом второй премии я скажу почему. Потому что в этом конкурсе в номинации «Духовые инструменты» члены жюри единогласно приняли решение, что у нас будет 2 вторых и 1 первая премия. Такую необычную историю. Поэтому лауреатом второй премии конкурса «Ялькен» награждается Эвелина Талипова. Поздравляю. Ваши бурные аплодисменты для Эвелины. Лауреатом второй премии телевизионного конкурса «Ялькен» награждается Ксения Гимп. Самая большая интрига, кто будет первой премией. Лауреатом первой премии и победителем в номинации «Духовые инструменты» стала одна из самых юных участниц конкурса, очаровательная Анастасия Бартенева. Поздравляю! Аплодисменты нашим участникам. Благодарим вас, ребята. Благодарим вас, Артур Искандарович и Рушана Юрьевна. Мне очень понравилось участвовать на этом конкурсе, это большие эмоции. Второму месту я тоже рада, потому что жюри не смогли поделить третье и второе место. Жюри дали одно первое и 2 вторых. Так что я считаю, это тоже успех, а второе место это тоже хорошо. Конкурс был прекрасный, мне очень понравилось, я бы хотела поучаствовать в нем еще раз. Мои конкуренты тоже сыграли очень хорошо. Я считаю их даже не соперницами, а моими друзьями. И мне кажется, надо было нам всем вручить первое место. Я бы хотела выразить слова благодарности маэстро Дмитрию Крюкову, всему Национальному симфоническому оркестру Республики Башкортостан, композитору Азамату Рафаиловичу Азнагулову, у которого, кстати, недавно вышел скрипичный сборник, моей замечательной преподавательнице Лидии Борисовне Фоменко и моей семье, которая оказала мне большую поддержку. А хәзер сәхнә түренә кескәй генә, нескәй генә, көчле ихтиярлы матур кызны сакырга килә. А я знаю, о ком ты. Лауреат первого телевизионного конкурса «Ялькен» Изида Багаева.
Әйе, игедәктең хыңары. Һәм 5 яшеннән үк үзенә скрипканы буйындырган оста, виртуоз скрипкасы, безнең абруйлы жюри, Башкортостандың халык артисты Ильшат Муслимовты сакырабыз. Итак, на сцене Изида Бегаева, Ильшат Муслимов, а также член жюри нашего конкурса, пианистка, композитор Шаура Сагитова. Встречайте. Для награждения лауреатов номинации «Струнные инструменты» открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елькән» на сцену приглашаем Члена жюри телевизионного конкурса «Елькән», солиста Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народного артиста Республики Башкортостан Ильшата Дамировича Муслимова, а также члена жюри, музыковеда, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Викторию Анатольевну Симонову. Ваши аплодисменты. Виктория Анатольевна, вам слово. Дорогие друзья, конкурс подходит к своему завершению, но нам так хочется, чтобы Елькән продолжался долго и долго, и мы будем рады новым встречам. Итак, лауреатом 3-й степени становится Мария Уткина. Также лауреатом 3-й степени становится Юлия Козловская. Лауреатом 1-й степени становится, вы знаете, я расскажу вам маленькую историю. Когда Бог создал футбол, говорят, у Марадоны уже был мяч в ногах. Вот так же, как и Азамат Агаяз Нагулов сочинял свое произведение концертино, наверное, он уже представлял себе маленького Орлана, маленького принца, который будет его играть. Браво! Орлан Хакимьянов, 1-е место. Благодарим
Благодарим наших конкурсантов, поздравляем. Спасибо за теплые слова, Ильшат Дамирович и Виктория Анатольевна. Рахмат. Елкен телеконкурсы һәркемгә илһам, дәрт бирде, сәм уятты, канат өстәне. А сейчас настал самый волнительный момент нашего конкурса. Вся республика с нетерпением ожидает, когда же объявят гран-при второго телевизионного конкурса «Елкен». Не томите, пожалуйста, зрителей и ребят. Дорогие друзья, для вручения гран-при открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен» я приглашаю на сцену министра культуры Республики Башкортостан Амину Ивниевну Шафикову, а также народного артиста Республики Башкортостан Артура Искандаровича Назиуллина. Самые волнительные моменты, самая ожидаемая победа с трепетом и нетерпением мы ждем, чтобы узнать, кто же ее получит. Гран-при второго телевизионного конкурса «Елкен» вручается барабанная дробь Самире Алиуллиной. Самира Алиуллина, просим вас на сцену. Ваши бурные аплодисменты. Ну, вообще, это было неожиданно. Я разговаривала со своим другом, и тут мне говорят: Самир, выходи еще раз на сцену. Я ничего не понимаю, вбегаю на сцену и вручают гран-при. Желаю всем творческих идей. Самое главное – это вдохновение, любить музыку, любить то, чем ты занимаешься. И самое главное – все делать с любовью. Ну, я уже на этой сцене сегодня уже была, но я уже не так волновалась. Я хочу рассказать спасибо своим родителям, педагогам и, конечно же, организаторам. Я очень рад, я к этому стремился, я к этому готовился. Я хочу сказать большое спасибо моему концертмейстеру, моему композитору Азамату Рафаиловичу Азнагулову. Конечно же, отдельное слово моему педагогу Талиповой Регине Рустемовне. Потом я хочу сказать отдельное слово родителям, то, что они меня отдали на скрипку, то, что они меня отвели в музыкалку, то, что они меня поддерживали. Хочу сказать спасибо оркестру и зрителям. Это мой первый телевизионный конкурс. Мне на Елькяне понравилось. Просто иногда было очень долго. Это потому что телевизионный конкурс. Вот и подошел к концу телевизионный сезон проекта, который мы провели вместе с вами, юные музыканты, педагоги, жюри и наставники. Пусть в вашей жизни будет много ярких дней и побед. Мұңлы, рухлы ижади, оң юлдар тіләйбіз сізге, яш музыканттар. Счастья, мира и добра всем вам. Күңелегезгә һәр сак туган моң яшәһен, башкорт моңы. До новых встреч!